Анастасия Голдобина проживает в районе Пригородный более 30 лет. Каждый день мама возит дочерей 12 и 7 лет в городскую школу. Раньше на дорогу уходило не более 10 минут. Дети учатся в разные смены, но к устоявшейся транспортной схеме привыкли и взрослые дети. Теперь, в связи с изменением привычного маршрута, график семейного передвижения нарушился. Ребенок учится в 3-й школе, и мы вынуждены на 2 маршрутах ездить каждый день утром и вечером. Один ребенок с утра учится, другой с обеда, и она забирается со школы только в 8 часов вечера. Потому что мы ждем с 1 14, потом 103, либо единицу, и потом 103 автобус. Нам неудобно никак вообще. У нас 103 ходил по Чернышевской улице, и остановка Красноярова. Мы вылазили, сразу 3-я школу, дорогу перешли, и все занимало это 5-7 минут. Сейчас занимает 30 минут у нас. Заявленное администрацией города изменение городских маршрутов у многих вызывает беспокойство. Особенно у жителей отдаленных районов, где малый пассажиропоток вполне может стать причиной оптимизации. Однако, по словам представителей администрации города, все изменения будут максимально учитывать интересы граждан. Изменение маршрутов планируется в следующем году. Сейчас у нас производится научно-исследовательская работа по подсчету пассажиропотоков, по оптимизации маршрутных сетей. И в следующем году уже весной начнем разрабатывать по итогам, по результатам этой научной работы, будем уже менять схему маршрутов. Одной из причин грядущих изменений стали истекающие в наступающем году сроки по текущим договорам с перевозчиками. К слову, представители автотранспортных предприятий также считают, что изменения пойдут на пользу всей системе городского общественного транспорта, а жалобы населения, если такие возникнут, будут отработаны и учтены. Каждая жалоба отрабатывается, она поступает либо в администрацию города, в отдел транспорта, либо Союзавто, либо диспетчерскую. То есть по всем жалобам мы в курсе. Вся эта работа проводится лишь для того, чтобы улучшить сферу пассажирских перевозок для граждан. Это в первую очередь для граждан, делается для людей нашего города. Оптимизация, она сейчас вот делается, там все расчеты, пассажиропотоки меряются, автобусный парк, сами видите, что он меняется у нас в лучшую сторону, так скажем. Необходимость обновления маршрутной карты города назрела давно. Якутск активно развивается, появляются новые микрорайоны, которые нуждаются в автобусах. Требуют улучшения и старые маршруты, а значит оптимизации быть. Остается надеяться, что приоритетом в ней станут интересы и удобства горожан. Анна Пшенникова, Джилустан Иннокентьев, Якутск.